Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Довольно приятное событие, имеющее значение для культурного имиджа республики, произошло на прошлой неделе. Фильм «Последняя цена» Наура Гармеля стал лучшим дебютом на фестивале «Дух огня». Отметим, что международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в 22-й раз прошел в Ханты-Мансийске. Картина Гармеля получила главную награду в конкурсе российских дебютов. Победителя объявляла член жюри национального конкурса режиссер Ангелина Никонова. Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм присуждается фильму «Последняя цена» Наура Гармеля, сказала она, объявляя победителя на торжественной церемонии закрытия фестиваля. Картина также получила приз имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу. Его вручили Дмитрию Знаменщикову. Кроме того, «Последняя цена» получила награду «Серебряная роза» за лучшую работу с музыкой в дебютном фильме и приз зрительских симпатий «Цветы таежной надежды» по результатам голосования. Словом, это был абсолютный триумф молодого абхазского режиссера на кинофестивале. Отметим, что Наур Гармеля – выпускник Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Это не первая работа режиссера, которая стала удостоена наград на фестивалях. Ранее другой его фильм «Мост» также был отмечен кинопремией. Говоря о самом фестивале, международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» прошел в Ханты-Мансийске, напомним, еще раз в 22-й раз. Темой этого года стала особый язык национальной кинематографии. В 2002 году народный артист Российской Федерации кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом вплоть до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Сегодня мы побеседовали с самим Науром о фестивале, о том, какое, по его мнению, имеет значение участие в таких фестивалях молодых абхазских авторов и о его будущих творческих проектах. Наур, приветствуем тебя, и в первую очередь хотелось бы поздравить с наградой на фестивале «Дух огня». И хотелось бы, чтобы ты рассказал нам, что это за фильм «Последняя цена», чему он посвящен. Конечно, мы знаем общие черты, то есть мы знаем, что это о жизни в начале, скажем так, 90-х, но в чем его главный смысл лично для тебя? Спасибо за поздравления. Ну, помимо того, что мы обычно рассказываем в средствах массовой информации, что я еще мог бы рассказать, про что это? Я думаю, что я вот всегда стараюсь делать как-то про, так скажем, людей, да, как бы это странно ни звучало, про человечность, про человеколюбие. Поэтому вот главная цель, наверное, была рассказать обычную человеческую историю, которую я там, возможно, и не только я наблюдал, такой пазл, собранный из реальных историй. Вот, если коротко. Да, и, как я понимаю, можно и не коротко, по большому счету, нам интересно все, но как человек из деревни Губ, как твоя односельчанка и соседка, я знаю, что вот очень, это вообще эта тема сбора орехов и того, что люди жили на это, да, и очень долгое время так как-то зарабатывали себе на хлеб, это очень близкая тема, я думаю, особенно всем людям, которые связаны с деревней. И я думаю, это тоже, да, я думаю, в каком-то смысле ты вдохновлялся прошлым, да, историей вот деревень абхазских. Можно так сказать? Как ты считаешь? Ну да, конечно, это то, что я как автор сам на своем опыте видел, пережил, прошел, так скажем. Я понимаю, что для многих людей, которые живут в этих краях, это достаточно известная тема, если не больная. Да, но я как бы не рассказывал для этих людей, то есть для нас, грубо говоря, которые это сами видели и переживали. Я рассказывал про это
всем, кто про это ничего никогда не видел, не знал, и максимально, насколько было возможно, доступным для всех языком. И я думаю, что в этом плане нам удалось достичь нужного результата. Вот как раз поэтому я и задаю этот вопрос. То есть для тех, кто смотрел этот фильм и на фестивале, и посмотрит его где-нибудь в России или в какой-либо другой точке мира, это то, что для нас когда-то было обыденностью, для них это экзотика в каком-то смысле, для них это что-то новое, необычное. Да? И вот мне интересно, какие были отзывы на фестивале, помимо того, что, понятно, его оценили профессионалы, но что говорили другие люди, какой был отзыв на все это? Ну, понятное дело, что когда тебе говорят про твой фильм, скорее всего, говорят какие-то приятные слова, то есть, и поэтому отзывы, они, как правило, всегда достаточно одинаковые, да. Ну, я думаю, что, безусловно, интерес к тому, что человек сам не видел никогда, да, и даже плохо себе представляет, условно, как там собираются орехи и как это вообще происходит, и тем более, когда люди живут этим, да, то есть там для обычного российского зрителя, конечно, это что-то экзотическое, да, и не только для российского, я думаю, все, кто этим никогда не занимался, для них в первую очередь интересно, как это происходит, такой, скажем, National Geographic даже для меня, как для обычного зрителя, когда я смотрю кино, мне всегда интересно посмотреть про то, что я не видел и не знал никогда. Да, то есть это вот с одной стороны, это вот был, так скажем, такое вот погружение в некий мир, который обычный человек никогда не видел. А с другой стороны, это была абсолютно доступная для каждого человеческая история, да. Орехи и собирание орехов – это по большому счету фон, да, то есть как, собственно, и Абхазия, а история-то про людей, и поэтому она, мне кажется, понятна вообще для каждого человека, несмотря Поэтому она по на большому то, счету универсальна, то есть тема универсальная, ты так считаешь, да, вот в самом. Потому что мы судим пока только по некоторым отрывкам, так как мы фильм еще не смотрели. И, кстати, скажи, когда мы сможем его посмотреть, когда появится такая возможность? Ну, я думаю, что, наверное, ближе к осени. Я просто пока не знаю, я этим вопросом не занимаюсь. Ну, я думаю, что в любом случае будет премьера в Абхазии. Сейчас, возможно, какие-то фестивали и прочее. То есть фильм пока будет в таком закрытом режиме двигаться, плыть дальше. А потом будет премьера на Ленфильме в Питере. И, соответственно, после этого, я думаю, что будет премьера в Абхазии. Просто какой там точно месяц сейчас сложно сказать. Я думаю, что к концу лета, осенью, может быть. Если раньше, то еще лучше. Отлично, я думаю, многие этого ждем. А еще вот интересно, что относишься ли ты к участию к подобным, скажем так, фестивалям, как к попытке нанесения вот на карту, на кинокарту, скажем так, такой географической точки, как Абхазия. То есть чувствуешь ли ты там, что ты представляешь не только себя, не только свой, скажем так, свою работу, продукт, но и как-то целый народ, целую страну в каком-то смысле? Я думаю, что я как бы целый народ представляю, где бы то ни было за пределами Родины. И поэтому, конечно, да, конечно, это чувство есть. И мне очень приятно, что как бы удается это делать, представлять свою родину как бы достаточно успешно, во всяком случае, в фестивалях, в которых я принимал участие. Конечно, это приятно, и я думаю, да, не просто в фестивалях, каких-то мероприятиях, я, в принципе, как бы как человек, вообще ни с каким-либо человеком представляю то место, откуда я родом. Наур, скажи, пожалуйста, я знаю, что творческие люди не любят говорить о планах, но, может быть, ты другой и скажешь о каких-то своих идеях, которые еще хотелось бы воплотить. Может быть, в каких-то общих чертах, по крайней мере, вот твои задумки, что-нибудь расскажешь? Я не просто творческий человек, который не любит говорить о планах, я в принципе не люблю говорить, поэтому
Ну, какие планы? Сейчас я написал, недавно закончил сценарий полнометражного фильма. Он тоже про Абхазию. Пока что мы в процессе, так скажем, ищем финансирование, как всегда это бывает. И дальше есть какие-то пока такие менее значимые проекты, которые там, я сейчас над которыми работаю, но пока что я про них тоже рассказать особо ничего не могу. Ну вот если тот полнометражный сценарий получится, то это будет очередной фильм, который мы будем снимать в Абхазии. Еще один интересный вопрос. Я знаю, что и «Последняя цена», и до этого фильм, который ты снимал, «Мост», все это принципиально снимал, ну, это об Абхазии, снимается в Абхазии. А вот интересно, иногда думал ли ты, что если бы съемки проходили не в Абхазии, было бы ли это легче? Какие вообще особенности съемок фильма в Абхазии, на твой взгляд? В чем плюс и в чем минус? Ну, так как сценарий про Абхазию, как бы я в этом плане принципиально мы снимали в Абхазии и ни в каком другом месте, хотя там были какие-то предложения. Вот по последней картине «Последняя цена» или по крайней, как говорят некоторые суеверные люди. Были там какие-то мысли снимать это в Краснодарском крае. Но как бы я всегда против, то есть если написано про Абхазию, особенно про какое-то конкретное место, я всегда настаиваю на том, чтобы снимать именно там. Конечно, в плане производства это доставляет определенные неудобства, потому что у нас, к сожалению, пока что не развита инфраструктура для съемок кино. Потому что там почти все нужно было привозить из Петербурга, из Москвы. Но я не скажу, что это какая-то проблема, которую невозможно решить. Это прям невероятно сложно. Конечно, сложнее, чем в Москве и в Питере снимать, потому что там кино снимается, и это, наверное, самые главные места в России по кинематографу. Сложнее, чем в Москве, сложнее, чем в Питере. Ну, не что-то такое невероятно невыполнимое. Понятно, Наур, мы однозначно, и я тоже желаем удачи тебе, желаем найти прекрасных спонсоров на поддержку твоих фильмов и твоих проектов, которые потом, как оказывается, становятся достоянием на фестивалях. Удачи тебе, успехов и всего самого хорошего. Спасибо, что нашел для нас время. Спасибо вам. К другим темам. Зампред Госдумы Петр Толстой дал интервью французскому телеканалу и в прямом эфире прямо высказал все, что думает о спецоперации на Украине, ядерном оружии, НАТО и будущем Украины и Европы. Мы выделили 5 тезисов Толстого, которые активно комментировали французские пользователи в сети. Первый тезис касался будущего Украины. По словам Толстого, Россия отправит в соседнюю страну в XVIII век, уничтожив всю инфраструктуру. Это будет расплатой за помощь Киеву от западных стран поставками тяжелого вооружения. Пострадает Евросоюз и европейские политики, которые сделали этот шаг, окажутся на свалке истории. Конец цитаты. Хочу сказать прямо, что идея отправить французских солдат в Украину закончится гробами, обернутыми в триколор, и явно не Макрон пойдет их забирать. Французы должны понимать последствия. Вот и все. Второй тезис касался того, что боевые действия начала не Россия. Толстой отметил, что войну, в широком смысле слова, войну Запада против России начала не последняя. Украина просто поле битвы. Это вы начали войну, потому что никто на Западе не интересовался нашей безопасностью. Наша забота была проигнорирована. Это вы привели НАТО к нашим границам. Мы дойдем до Киева, мы дойдем до границы с Польшей и пригласим вас всех туда, заявил Толстой. Вы говорите, что Одесса русская. Правительство говорит, что Донбасс русский, да и большая часть Украины русская. Исторически никто и не спорит об общей культуре между этими землями и Россией. Это не общая культура, это одна и та же культура, потому что это один народ.
Я был в Украине как журналист. Я встречал много украинцев, и все они говорили мне, что хотят быть подальше от России, сохранять независимость, оставаться украинцами, а не становиться русскими. Вы слышали такие речи? Тех, кто говорит: «Оставьте нас в покое». Мы 30 лет ждали, пока эти украинцы прекратят делать глупости против 20 миллионов русских, что жили в Украине. Они запрещали их язык, образование на русском, запрещали общую историю. Украина — это моя страна, мой прадед был мэром Киева. Это моя страна. И я не хочу, чтобы моя страна стала нацистской, как сегодня. И я не хочу, чтобы моя страна говорила на другом языке. И чтобы она стала базой НАТО с ракетами против моей страны. И чтобы моя страна, Украина, была под диктатурой западных стран. И тем более НАТО. Украина никогда не будет иметь тех же границ, что и до войны. Следующий тезис Толстого касался ядерного потенциала России, который попросту делает невозможным капитуляцию Москвы. Либо победа, либо и там троеточие. Четвертый тезис о геноциде русских. Толстой напомнил, что именно Киев на протяжении 8 лет убивал детей Донбасса, 20 миллионов русских подвергались дискриминации на территории Украины. И последний тезис касался Польши. Ведущий задал вопрос Толстому, собирается ли Россия вторгаться или пересекать границу Западной Украины и вторгаться в Польшу. Парламентарий ответил отрицательно, заявив, что Евросоюз покончит с Польшей быстрее. Конец цитаты. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.